Всем привет, друзья! Сегодня у нас рубрика «Суперлюди», и мы в гостях сегодня у Максима Коновалова, у нашего главного ресторатора, человека, который уже много лет делает нашу жизнь в Удмуртии и в Ижевске яркой и разнообразной. Привет, Максим! Привет! Ну что, мы сегодня пришли к тебе не просто так, у нас есть определенная цель, мы подготовили несколько вопросов. Мы знаем, что ты много путешествуешь. Я лично знаю, что ты много путешествуешь, уже слежу за тобой достаточно давно. Ты опытный турист. И вот как... Слушай, вот я тут слово турист, мне кажется, оно не совсем определяет меня. Путешественник. Я думаю, да. Путешественник. Турист — это, знаешь, люди, которыми я искренне восхищаюсь, но... Так. Ну, смотря ведь как посмотреть, а я вот искренне восхищаюсь тобой, потому что у тебя очень много разных мест, которые ты уже побывал. И вот один из первых вопросов, вообще сколько ты всего объехал в целом по стране? По миру? Слушай, я, честно говоря, не фиксирую вот как-то вот. То есть я не гонюсь там за количеством, реально. Есть места мои любимые, в которые, знаешь, там я могу 4 раза в год ездить, и мне не надоедает. Поэтому, знаешь, как бы это все с какой-то статистикой попахивает. Ну, ты ее не видишь? Не веду. Я больше, знаешь, за эмоции, те, которые я... Знаешь, если я путешествие запомнил, и с него что-то осталось в голове, то есть я считаю, это отличное путешествие было. И тут самый прикол, что это не важно, там, что-то далекое это будет или что-то близкое. Самое главное — эмоции. Абсолютно, то есть это где-то способ перезагрузки, где-то способ познания мира, где-то просто, знаешь, там чего-то нового увидеть, то есть вот ради этого все. Вот в поездках ты всегда исследуешь кухню. Различную кухню разных народов. То есть как ресторатор, как коллекционер, я уже тебя считаю даже таким человеком, который коллекционирует и приводит сюда к нам что-то новое, что-то интересное. Вот у меня вчера был такой вопрос родился, а вот какое блюдо вообще из всех, которые ты был, было самое необычное, не знаю, вот из того, что посетил? Что больше всего запомнилось? Слушай, именно вот нестандартной подачи, может быть, какие-то продукты там были использованы? Слушай, как бы все, знаешь, проходит. Понятно, что на самом деле в каждом путешествии что-то интересное. Вот прям в каждом. Потому что самое последнее, наверное, путешествие было там Грузия в очередной раз. Вот, и, знаешь, там банальный вроде бы жареный цыпленок, залитый соусом ткемали. Я просто, я единственный раз в жизни плакал от еды. Вот, но тут я был так близок просто к этому, поэтому вот сейчас, кстати, у нас в Нино мы попытаемся это блюдо ввести. Не знаю, что получится, но... Слушай, иногда это просто бывает сочетание каких-то банальных вещей, но, понимаешь, это все вкупе, там, вид, люди, какое-то вот состояние эмоциональное. Ну, атмосфера же еще там. Ну, вот это вот все какое-то, да, в комплексе, и, знаешь, там, иногда доходишь до момента, сидишь и думаешь, господи, сейчас заплачу. Ну, вот это вот, еда, она очень мощный, конечно, фактор влияет, плюс алкоголь. Ну да, тут уж мы добавляет. Что греха таить будем, да, потому что тема вина, как минимум, она... сильно усиливает эти все эмоции. Потому что у меня сейчас вот за последние полгода, наверное, там 3 винных тура было. Тяжелые для печени, тяжелые для эмоций, но безумно крутые. Когда ты, знаешь, не заканчивать, ты понимаешь, что путешествие было просто офигенное. А 3 винных тура где был? Грузия, наверное, Краснодар, да? Ростов и Крым. Вот, Грузия будет 15 июня. Тоже винный тур, там с друзьями едем. Именно вот за вином. Круто. Интересно. Смотри, 3 вещи, которые берет Максим Коновалов с собой в путешествие. Как путешественник. Слушай, самое главное, что эту карточку брать, знаешь, там все остальное не важно. На самом деле, я очень неприхотлив, честно говоря, в путешествиях, в том плане, что... знаешь, первое, это, наверное, вообще информация, потому что я считаю, что крутое путешествие — это подготовленное путешествие. В нем обязательно нужно оставлять какое-то место для импровизации, для каких-то там чрезвычайных таких ситуаций, но в то же время, вот, конечно, канва, я не выезжаю никогда там без того, чтобы не знать, где там лучше поесть, где там лучше отдыхать, где лучше куда смотреть, потому что это, наверное, беда с одной стороны, потому что недавно я подумал об этом, что пора мне поехать в какое-нибудь путешествие, не знаю, с одним билетом в один конец, не знаю ничего. Но вот пока у меня все путешествия такие, знаешь, я иногда своих друзей, там с кем еду, там семья, друзья, их до истерики довожу, потому что Наташа обычно говорит, так, все, отклонись уже от плана, смотри, красиво, поехали туда. Я говорю, нет, нам еще нужно заехать еще 2 места.
Поэтому вот это, наверное, единственное, что я с собой беру, все остальное это То есть сценарий он вообще, да, подготовлен. Сценарий и информация, причем совсем в идеале это полученная там от каких-то от местных жителей, то есть я там, знаешь, там сеть-то раскидываю, когда куда-то еду, то есть обязательно у людей пытаюсь выяснить, где едят местные, куда ходят местные, где что смотрят местные и так далее. То есть вот такая, знаешь, несбыточная попытка даже в 5-дневном путешествии почувствовать себя местным. Это, конечно, невозможно, но тем не менее попытка, я это делаю. Ну, это как минимум дает возможность прикоснуться к их культуре, потому что я вот в своих путешествиях примерно поддерживаю такой курс. Да. При этом ем там, где местные. При этом я как раз против того, что, знаешь, там в каждом каких-то туристических регионах там есть какие-то стандартные туристические достопримечательности, которые, мне кажется, ну, знаешь, там ни местные не любят, ни и так далее, не все туристы почему-то туда прутся. Даже, знаешь, вот последний мой пример это Вигаринский район, значит, достопримечательность Дебёс, самое главное, гора Байгуресь. Да. И все туда ломятся, там, знаешь, там, мне кажется, всегда люди. Буквально проезжаешь там, наверное, километра 3, и там рядом вот прям такой же вид, называется гора Букагуресь. Мельничная гора. Красивей, чище, людей нет, шикарней. Вот, блин, знаешь, в итоге в первую я поставил галочку, во вторую я хочу вернуться, потому что там круто. То есть, знаешь, там вид на реку без людей, он гораздо прекраснее, нежели вид на реку с толпой людей. Поэтому искать надо. Круто, ну вот мы даже теперь это место посетим, при котором ты кстати, сейчас сказал. На Гугле нету, я тебе потом координаты дам. Хорошо. Смотри, мы в Суперудмуртии создаем сценарий выходного дня. То есть мы путешествуем по Удмуртской республике, по районам, и ищем какие-то новые интересные места, которых мы до этого не знали, там, не знаю, наши подписчики, и составляем для них вот такой чек-лист, чем заняться в выходной день. Сейчас мы переходим в формат фестиваля, и вот ближайший, то, что нас как раз-таки ждет, это фестиваль Бык-Бык. Гастрономический фестиваль, и у нас, в принципе, сейчас по Удмуртии достаточно много разных гастрономических фестивалей. Почему ты решил поддержать именно Бык-Бык? То есть чем он привлек, почему там? Слушай, ну фестивалей в Удмуртии много, но вот те, которые прям целенаправленно заявляют себя как гастрономический, он по сути один. Это раз. Второе, ну я не был, к сожалению, на всех, то есть у меня, знаешь, такой список есть. Вот в эти выходные в Кизу был фестиваль Пестфест, посвященный там пестику, вот хвощ полевой. Ну, что-то мы до него не доехали, так что погода испортилась, в общем, мы до него не доехали. А в Быгах я был. Понимаешь, для меня важно сочетание того, что вот, есть некий такой антураж, там, бэкграунд, вот вся красота природы и так далее, а важная очень тема еще люди. И понимаешь, как бы вот в Быгах что-то так все сошлось, потому что мы когда с Жанной познакомились, ну, я не знаю, как ты, знаешь, там, ты смотришь на нее, и я не знаю, человек улыбка всегда на лице, и всегда, знаешь, энергия ключом бьет, и ты думаешь, господи, вот, блин, я не знаю, к этому, знаешь, прикоснуться хочется. Поэтому люди в первую очередь. Я вообще заметил, что вот по Удмуртии, когда ездишь, знаешь, очень интересные, то есть места, короче, с людьми всегда связаны, прям всегда, потому что ты можешь приехать в какое-то там красивое место, но если там будет человек, который тебе там что-то об этом расскажет, что-то покажет, там перепечами накормит, там спать уложит и так далее. Ну то есть вот в Быгах, короче, сочетание энергии, наверное, людей, гастрономии как некой такой титульной темы и этого всего там красиво на самом деле. Все сошлось. Как-то все сошлось, да. И, в общем, 2 года назад я, получается, был первый раз на этом фестивале. Вот, что-то потом мы с Жанной списались, вот этот прошлый год пропустили, в этом году вот мы впряглись, да, чуть-чуть. Круто. А что ждать вообще вот от вас, от холдинга, от тебя конкретно? Слушай, ну, как ни странно, мы в итоге в этом году решили не вставать там ни с какими своими точками. То есть мы свою задачу, наверное, видим немножко в другом. Знаешь, мы долго даже рассуждали на тему, кто мы такие. То ли мы соорганизаторы, то ли мы помощники, то ли мы друзья. В общем, у нас такой, знаешь, немножко открытый этот вопрос. Но на самом деле мы, наверное, я свою роль больше вижу в помощи для реализации вот идей ребят, которые там, команды, которые там этот фестиваль делают. Поэтому мы нашли там кучу партнеров, которые, в принципе, помогают решать в том числе финансовые проблемы фестиваля, потому что, ну, денег там на фестивале немного.
Мы, наверное, там подключаемся информационно, то есть у нас прям искреннее желание как можно больше живчан туда затащить. Мы подключаемся какими-то организационными вещами, там, с точки зрения продвижения, вот, организации самого фестиваля. Ну, потому что мы, в принципе, я считаю, что у нас есть некая компетенция в понимании, как сделать человеку вот эмоционально хорошо. Вот. И вот, в общем, нам больше, наверное, в этом наша помощь. Мы с едой туда, я думаю, придем, может, там в следующем году, хотя я считаю, что опять, ну, мы не национальная кухня. Знаешь, когда там есть гастрономический фестиваль, то я считаю, что, ну, что нам там делать? У нас нет заведений с национальной кухней, поэтому мы больше свою роль видим в помощи. Вот, ну, как вот получится, я посмотрю. Вообще вот у тебя, ты уже тоже много поездил по Удмуртской республике, наверное, был еще в каких-то финно-угорских странах, да, этой культуры. Есть ли у тебя какие-то любимые напитки или блюда, которые тебе вот, ну, прямо нравятся? Прямо вот ты говоришь, ну это наша визитка, прямо удмуртская. Я кайфую. Не, разумеется, перепечи, это прям, я считаю, это такой, знаешь, суперпродукт. Вот. Я лично с грибами очень люблю, прям, причем, знаешь, очень интересно, в каждой деревне, у каждой хозяйки свои рецепты. И просто вот у меня за это время, наверное, там какое-то в голове большое количество этих рецептов сложилось. Там они же сильно отличаются. Вот. Значит, интересно изучать на самом деле. Табани буквально недавно, может быть, для себя открыл, но вот сейчас кролики запустили на завтраках табани. Прикольно. Вот, потому что я подумал, сколько можно людей кормить панкейками, если у нас тут есть, по сути, аналогичный продукт такого же качества или там вкуснее, считаю. Вот. А по напиткам, знаешь, я опять-таки в Бугах открыл для себя варщ. Или варсь, я не знаю. Варщ. Знаешь, они по-разному его произносят. Вот. И я считаю, ну, знаешь, я считаю, что это такой вообще претендент на какой-то очень крутой местный специалитет. Вот сейчас, ну, мы с Жанной договорились, что после фестиваля как-то будем обсуждать, потому что у них сейчас, ну, там, я не знаю, то есть там сейчас сложная технология производства, потому что она долгая, такая ручная. Мы тоже видели, вот, очень привлекает. Как сделать так, чтобы это вот как-то упростить, но в то же время не потерять качество, там, потом просто поразмышляем над тем. Очень крутой напиток. Я не фанат кумышки, честно скажу, вот, поэтому там не фанат вот этого пощатаем, поэтому вот варщ для меня прям такое. Кисель я тоже не люблю. Но почему-то вот меня вот это вот пока не люблю, видимо, еще не дожил до возраста, когда это начинает нравиться. Вот, поэтому, знаешь, там перепечь, варщ прям вообще отличная тема. При том, при всем, что там на самом деле, ну, знаешь, еще сейчас у меня идея, на самом деле, есть такое понятие локальная кухня, есть вот понятие национальная кухня. Значит, мы с шефами, с нашими как раз обсуждаем тему, когда вот объединять их два понятия, потому что, ну, надо признать, что в чистом виде национальная кухня, она немножко, ну, я ее так, знаешь, что называется, никто не обижался, но я ее называю такая кухня выживания. Ну, то есть, это, знаешь, это не юга какие-нибудь, где, знаешь, такой вот разносолов там, это такое, мы понимаем прекрасно, что это вся эта кухня удмуртская, она, ну, ее задача была быстро, качественно дать калории, при этом без каких-то там вот, с минимальным, на самом деле, набором продуктов. Вот. А есть локальная тема, и сейчас очень много появилось продуктов, которые локальные. Ну, вот, я не знаю, там вот под Воткинском семья выращивает африканского сама, и сейчас они перепелок коптить собираются. Ну, Удмуртия и самы вроде не стыкуются, но если ты понимаешь, что продукты свежие, реально, вот он там 100 километров производится здесь, вот попытка это все как-то объединить, она прям не отпускает меня. Ну, вот сейчас, как раз кролик у нас в этом плане такой двигатель, то есть у нас там СП сейчас запущено, как раз терруар называется, это когда мы собрали какие-то продукты из от близлежащих производителей. Там клубнику сейчас выращивают ребята, значит, там зелень, кенские травы, чаи, вот эти вот все, значит, там коз сейчас очень много в республике. У нас есть на лето, кстати, большие планы вот по объезду этих фермеров, производств. Это на самом деле очень интересная тема. В том году что-то они не все особо пускали к себе, потому что был карантин. Сейчас у меня прям план этим летом проехаться по производителям продуктов питания, потому что, в общем, вот когда-то мы случайно познакомились с людьми, которые выращивают этого африканского сама в Воткинске. Он у нас сейчас там, наверное, в 4-5 заведениях меню есть. То есть прикольно. Им хорошо, нам хорошо, продукт свежий, им хорошо, продажи. В общем, задача сейчас как-то двигаться в этом направлении. А где можно африканского сама попробовать в 4 из заведений? Кролики, например, есть, в окнах есть.
Ну, то есть первые там кролики, то есть такое, знаешь, Классно. довольно популярное блюдо. Вот. Круто. Но мы тоже вот много ездим и постоянно встречаем каких-то новых фермеров интересных. И вот собираемся с ними тоже поехать, посмотреть. С ними тяжело сейчас на самом деле, потому что, знаешь, пока, мне кажется, есть такая проблема некой самоидентичности, наверное, да, потому что многие фермеры сейчас идут по такому, знаешь, пути, ну, выращивать что-то такое вот среднестатистическое, простое и понятное. Вроде бы это хорошо. Но самый прикол, что, мне кажется, даже с точки зрения денег не очень выгодно, потому что когда ты 255-й производитель Ну картошки, да, все делают все как бы одно и то же. знаешь, я рассказываю в этом плане, он в Германии был, в Дюссельдорфе на рынке, и там есть лавка очень известная, которая картошкой торгует. У них около 128 сортов картошки. И ты вот стоишь и понимаешь, что, блин, а знаешь, фишка в том, что причем они разные цены стоят, то есть очень дорогие. А это такой способ, на самом деле, в том числе монетизировать, потому что люди хотят что-то уникальное, что-то интересное. Что-то интересное, да. И поэтому нужно, мне кажется, сельскому хозяйству искать какие-то вещи вот эти. Я, знаешь, так мне что непонятно, я приезжаю там какие-то деревни, где вот, знаешь, там музей Тупля, там музей крутой, все дела. Значит, я говорю, что-нибудь у вас в округе-то, что-нибудь есть с едой-то интересное? Нету. И такой думаешь, блин, да что ж такое? Ага. А из них всех надо вытягивать. Мы уже убедились в том, что для них все, что у них есть, это очень привычное. Ну да. И когда вот мы с ними разговаривали, ребят, ну что у вас есть посмотреть? Да у нас ничего нет. У нас тут поющий фонтан только уникальный, значит, бьет ключом. Где, Саша, он бьет? В Кизнерском районе. А так, говорит, ничего интересного у нас нет. До Кизнера мы еще не доехали. И там тоже у них круто и интересно. Ты бы не все пробовал? Вот лично мы самые любимые пока из всех. Слушай, вот сейчас мы ездили не все. Мы ездили рядом, там деревня, если Душур, она там что-то, ну, может быть, минут 5 езды. А Сеп был занят там каким-то этим. Делегация, наверное, да, у них там постоянно какие-то японцы тусуются, там еще кто-то. Выпускной у них был. Ага. Вот. Слушай, я, наверное, сейчас, у меня нет такого, знаешь, что типа я вот как ты, они разные, понимаешь? Они разные, да. Я говорю, что сказать, вот меня просто любимые, прямо поэтому впечатлили, вот лично меня, я тебе рекомендую попробовать. Они делают это с какими-то грибами, которые у них растут прямо в поле, то есть не в лесу. Очень интересно, это вот такой уникальный, то как раз ты, о чем ты говорил, потому что это бы они там... Ну да, они их собирают в полях. Круто, я это запомню. У меня на самом деле мечта сейчас, что мы до севера доехать не можем, в Удмуртию, потому что туда ехать надо с ночевкой. Ну да. И вот я думаю, мы летом это реализуем, потому что там вот эти вот Глазов Яр, Борезино, это вот как бы куст там же еще другая культура. Да. Мы вот к ним тоже собираемся, и если ты к нам присоединишься в наше кино, мы с удовольствием хотели тебя... Камеру вам подержу. Лучше комментарии свои дашь. Очень интересно, да, потому что там, насколько я знаю, прям другая культура и другой пейзаж, что немаловажно, как раз для картинки. Вот. А он очень отличается. Смотри, еще вопрос по бык-быгу. Знаешь, как переводится бык-бык? Вкусно. И бык-бык-нянь, по-моему, да, переводится как хлеб. Почему стоит туда поехать? Будем завершать уже интервью. Давай скажем, почему стоит поехать. Будет собрано большое количество таких вот национальных продуктов национальной кухни. Как раз там булочки будут бык-бык, потом, значит, перепечи, там отдельная площадка будет называться забытое блюдо, то есть туда собираем бабушек, которые, они вряд ли смогут готовить прям вот вживую перед покупателями, то есть они все-таки там все в годах, поэтому там вот идея, что они где-то готовят заранее, приходят и как бы продают. То есть это, ну, как минимум интересно. Вот, потом сам фестиваль, на самом деле, в этом году с нашей, в том числе, подачи, знаешь, туда можно ехать еще с ночевкой, там будет специальная палаточная зона, то есть можно ставить палатку, жить, можно в гостевых домах прям остановиться. Ну, то есть воспринимать это можно фестиваль и как просто такой однодневный, съездили, посмотрели, поели в одном месте, а можно его смотреть как просто такой как раз вот тур выходного дня, потому что мы там делаем релакс-зону в Яблоневом саду, там можно будет на комнате валяться, там будет такие экскурсии. Вот, то есть в этом году мы, значит, сделаем такую, дополнительно какую-то развлекательную часть, чтобы вот, в общем, наша задача задержать там людей. А для этого, соответственно, развлекательная часть, еды много и так далее. Плюс, слушай, Шарканский район, он же там, это вообще очень красиво. Да. Просто само, мне кажется, неспешная поездка в ту сторону, она уже хороша, потому что там очень красиво реально.
знаешь, как бы цинично не звучало, но все же сейчас озабочены картинками для Инстаграма, знаешь. Да. Там вот куча вариантов, просто себе фотосессии наделать. То есть, если вот, ну, еда не прельщает, развлечения не прельщают. Ну, то есть мы на самом фестивале делаем несколько фотозон, но помимо этого там очень красивая вообще местность. Она, как знаешь, она не обезображенная промышленностью. То есть там соседний Воткинский район, в этом плане, например, там, если по дороге там ехать, там что куча каких-то производств. Шарканский, он какой-то такой вот чистенький, красивенький прям. Вот, и с детьми надо обязательно ехать, потому что там будут детские площадки, и в конечном итоге, мне кажется, детям показать. Ну, дети, короче, очень реагируют круто на эти вещи, потому что это, знаешь, такой способ оторвать их, в том числе от интернета, хотя связь там будет, мы туда гоним вышки МТСовские, чтобы там связь появилась. В общем, это отличный способ такой, знаешь, с одной стороны, немножко концентрирован в одной точке про местную кухню, про локальную кухню узнать. С другой стороны, это прям отличный способ там время с семьей провести, либо там. Ну и познакомиться с республикой, потому что я уверен, что не все были, далеко не все были в том районе и в том краю. Абсолютно. Ну что ж, мы будем ждать вас 3 июля. Да, 3 июля информация будет в официальном аккаунте BikBik. Мы будем ее дублировать на Welcome Group. Езжайте всей семьей, с друзьями, берите всех, потому что это способов доставки до туда мы делаем много. Это и автобусы, и BikBik Car. Крутяк. И и на собственной машине там можно будет доехать отлично. Так что езжайте все вместе и проводите время с семьей как минимум. Спасибо тебе большое, что уделил время. Спасибо вам. Увидимся на BikBik. За супер удмуртию.